В запечатанном конверте, обнаруженном в подвале администрации президента Киргизии весной 2005 года, лежали 3 сшитые папки с грифом «Для служебного пользования», и на каждой из них красовался номер контракта, датированный периодом с 2002 по 2004 год, когда страна переживала один из самых тяжелых экономических кризисов в своей постсоветской истории. Эти документы — сметы на строительство правительственных резиденций, списки поставщиков элитных материалов, счета от итальянских и турецких фирм — рассказывали историю, которую никто не собирался придавать огласке. В одном из актов приемки работ стояла подпись человека, который в тот момент возглавлял кабинет министров республики и одновременно курировал все крупные стройки через свои старые связи в отрасли. Николая Танаева, премьер-министра, чей путь от простого прораба из Пензы до вершины власти в Бишкеке был похож на стремительный подъем по строительным лесам, где каждая ступень приносила не только политический вес, но и нечто куда более осязаемое. На полях одного из документов кто-то оставил пометку карандашом: «Проверить соответствие фактических затрат заявленным». Но эта проверка так никогда и не была проведена, потому что к тому времени, когда конверт оказался в руках новой власти, Танаев уже покинул страну, оставив после себя лишь недостроенные объекты и вопросы, на которые никто не мог или не хотел отвечать. Николай Танаев родился 5 ноября 1945 года в селе Михайловка Пензенской области, в той самой русской глубинке, где мальчишки мечтали о больших стройках и покорении целины, где комсомольские значки блестели на груди, а партийные билеты открывали дороги к карьере. Он был обычным советским инженером, каких тысячи. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт в 1969 году, получил специальность инженера-строителя и отправился поднимать республику, которая в те годы нуждалась в дорогах, мостах, жилых кварталах и промышленных гигантах. С 1969 по 1979 он работал мастером, затем прорабом, затем главным инженером в трестах «Ош-строй» и «Чуйпромстрой». Названия, которые мало что говорят современному зрителю. Но для тех, кто жил в Киргизии в 70-е и 80-е, эти тресты были символами развития, потому что именно они возводили новые микрорайоны, школы, больницы. Танаев был частью той советской машины, которая строила, планировала, отчитывалась. Но где-то на этом пути произошла метаморфоза. Из исполнителя он превратился в управленца, из управленца — в чиновника, из чиновника — в игрока на политической арене. И каждый этап этого превращения сопровождался укреплением связей, накоплением ресурсов, созданием той невидимой сети, которая в постсоветское время станет основой его личного благополучия. В 1995 году, когда Киргизия уже 5 лет жила в статусе независимого государства и переживала все прелести дикого капитализма, развал производства, инфляцию, безработицу, Танаев возглавил государственную строительную компанию «Кыргыз-Курулуш». И именно тогда, по свидетельствам некоторых его бывших коллег, начался его золотой век. Государственные контракты в 90-е годы в странах бывшего СССР были не просто бизнесом. Они были лотереей, где выигрыш доставался тем, кто знал нужных людей, умел договариваться и не задавал лишних вопросов о том, куда уходит разница между сметой и фактическими расходами. Кыргыз-Курулуш получала заказы на строительство правительственных зданий, ремонт президентских резиденций, возведение элитных комплексов, и все это происходило на фоне того, что средняя зарплата простого киргизского учителя или врача едва дотягивала до $30 в месяц, а пенсионеры в горных районах, таких как Нарын или Талас, получали выплаты, которых хватало разве что на хлеб и чай. Контраст был чудовищным. Пока где-то в Бишкеке разгружали фуры с итальянским мрамором для облицовки очередного особняка, в селе Карасу старики стояли в очереди за гуманитарной помощью, которую привозили международные организации. И этот разрыв между верхами и низами с каждым годом становился все более очевидным, все более болезненным, все более взрывоопасным. Когда 30 мая 2002 года Танаев был официально утвержден Верховным Советом на пост премьер-министра, а до этого он 8 дней исполнял обязанности после того, как президент Аскар Акаев уволил Курманбека Бакиева, многие в Киргизии восприняли это назначение как знак того,
что страна окончательно переходит в руки строительного клана. Танаев стал первым премьер-министром неазиатского происхождения в истории независимой Киргизии. И это был символический жест. Акаев, сам киргиз, демонстрировал, что власть теперь принадлежит не этносу, а тем, кто контролирует материальные потоки, кто умеет организовывать крупные проекты, кто встроен в систему распределения ресурсов. В том же году Танаев возглавил Совет глав правительств стран-участниц СНГ, а годом позже стал председателем Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Международный престиж рос. Фотографии с саммитов украшали первые полосы газет. Но внутри страны ситуация стремительно ухудшалась. Экономика буксовала, социальное недовольство нарастало, а в оппозиционных кругах уже шептались о том, что премьер живет не так, как положено человеку, служащему народу. Что у него есть резиденции, о которых простые граждане могут только мечтать. Что стоимость его гардероба превышает годовой бюджет целого района. Но доказательств не было. Были только слухи, пересуды, анонимные письма в редакции, которые никто не рисковал публиковать, потому что власть в те годы не прощала такой смелости. Неужели человек, проведший 30 лет на стройках, действительно мог накопить состояние, сопоставимое с бюджетами целых областей? Или это была лишь народная молва, которая всегда склонна преувеличивать богатство тех, кто стоит у власти? Первым, кто решился публично заговорить о том, что происходит за закрытыми дверями правительственных резиденций, был Азамат Курманов, журналист независимой газеты «Асаба», которая в начале 2000-х годов была одним из немногих изданий, осмеливавшихся критиковать режим Акаева. Курманов не давал интервью уже много лет. Он уехал из Киргизии сразу после революции 2005 года и осел где-то в Казахстане. Но в 2004-м, за год до тех событий, которые перевернут страну, он опубликовал серию материалов под общим названием «Золотая лопата». И именно эти статьи впервые попытались задокументировать то, о чем многие подозревали, но никто не решался говорить вслух. «Я встретился с Николаем Ивановичем всего один раз», — рассказывал Курманов в разговоре, запись которого позже была обнародована одним из оппозиционных блогеров. Это было на открытии очередного культурного центра в Бишкеке, и я обратил внимание на его костюм. Это был классический «тройка» от итальянского бренда, который в те годы в Киргизии было не купить даже в самых дорогих бутиках, потому что их просто не завозили. Такие вещи заказывали напрямую из Милана или Рима. Я поинтересовался у одного знакомого портного, который шил для элиты, сколько может стоить такой костюм, и он назвал цифру около $3000. $3000 — это больше, чем годовая пенсия сельского учителя на севере страны. Представьте, человек работал всю жизнь, учил детей, и его пенсия за весь год не дотягивает до стоимости одного костюма, который премьер-министр надевает на официальное мероприятие, и, возможно, больше никогда не наденет. Это не просто контраст, это пропасть, через которую невозможно перекинуть мост. Курманов начал копать глубже, и то, что он обнаружил, складывалось в картину, которая выглядела как классическая схема обогащения через государственные контракты, отработанная еще в 90-е годы и лишь усовершенствованная с приходом новых технологий и международных связей. По его данным, компания «Кыргыз-Курулуш», которую Танаев возглавлял с 1995 по 2000 год, получила контракты на строительство и реконструкцию более 20 объектов, общая стоимость которых превышала $100 миллионов. Астрономическая сумма для страны, где годовой бюджет едва дотягивал до миллиарда. Среди этих объектов были и резиденции для высших чиновников, и элитные жилые комплексы, и административные здания. Но главное, сметы на эти проекты часто были завышены в 1,5-2 раза по сравнению с рыночными ценами. А разница, по всей видимости, оседала в карманах тех, кто контролировал процесс. «Я нашел одного прораба, который работал на Кыргыз-Курулуш в 97 году», — продолжал Курманов в своем рассказе. «И он рассказал мне, что на стройке одной из резиденций под Бишкеком использовались материалы, которые в смете значились как импортные элитные, но на деле были обычными местного производства. Мрамор записывали как карарский, а привозили из карьера в Узгене. Паркет указывали как дубовый из Германии, а укладывали обычную киргизскую доску. И такое происходило на каждом объекте. Кто-то внутри системы зарабатывал миллионы на этих подменах, и все знали, кто именно. Но никто не решался говорить.
потому что у этого человека были связи на самом верху, и он мог уничтожить карьеру любого, кто попытается встать у него на пути. Но самым шокирующим в истории Танаева была не столько схема обогащения. Такие схемы были распространены по всему постсоветскому пространству и мало кого удивляли, сколько его способность оставаться в тени, не привлекая к себе лишнего внимания, создавая образ технократа, профессионала, человека дела, который просто выполняет свою работу. В отличие от других высокопоставленных чиновников, которые не стеснялись демонстрировать свое богатство, ездили на роскошных автомобилях, устраивали пышные свадьбы для детей, покупали виллы на побережье Средиземного моря, Танаев был куда более осторожным. Его публичный образ был выверен до мелочей. На официальных встречах он говорил о необходимости экономии, призывал министров сокращать расходы, рассуждал о трудностях, которые переживает страна. И все это звучало убедительно, потому что он действительно хорошо знал цифры, умел аргументировать, владел матчастью. Но параллельно с этим публичным образом существовала другая реальность. Та, о которой знали лишь узкий круг приближенных, подрядчики, поставщики. И именно эта двойственность делала его фигурой особенно интересной для тех, кто пытался понять механизмы власти в постсоветской Киргизии. В 2003 году, когда Танаев возглавил Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, его международный статус достиг пика. Он встречался с Владимиром Путиным, Дзян Цзэминем, представителями правительств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И на этих встречах обсуждались крупные энергетические проекты, транспортные коридоры, вопросы безопасности. Киргизия, маленькая горная республика, не обладала ни нефтью, ни газом, ни выходом к морю. Но ее географическое положение делало ее важным игроком в региональной политике. И Танаев, понимая это, мастерски использовал эту карту, выторговывая кредиты, инвестиции, преференции. Но внутри страны эти международные успехи мало что меняли. Инфляция продолжала расти, зарплаты и пенсии задерживались, магазины пустели, а люди уезжали на заработки в Россию, Казахстан, куда угодно, лишь бы прокормить семьи. И именно этот контраст между блеском международных саммитов и нищетой киргизских сел, между фотографиями премьеров в дорогих костюмах и очередями за хлебом в провинции, создавал ту напряженность, которая в конечном итоге взорвется весной 2005 года. Среди тех, кто был особенно близок к Танаеву в период его премьерства, выделялся один человек, чье имя тогда мало что говорило широкой публике, но который сыграет ключевую роль в последующих событиях. Феликс Кулов, бывший вице-премьер и министр безопасности, который к 2003 году уже находился в тюрьме по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Кулов был арестован еще при Акаеве, но его связи с Танаевым были общеизвестны. Они вместе работали в правительстве, вместе курировали крупные проекты. И многие считали, что арест Кулова был попыткой Акаева зачистить поле перед тем, как передать больше власти Танаеву, устранив потенциального конкурента. Кулов в тюрьме стал символом оппозиции. Его имя произносили на митингах, его портреты несли протестующие. И когда в марте 2005 года начнется революция, именно освобождение Кулова станет одним из первых требований восставших. Танаев же, как будет видно из последующих событий, окажется в той уникальной позиции, когда он одновременно и часть старого режима, и человек, который поможет этому режиму уйти. И именно эта двойственность сделает его фигурой, о которой до сих пор спорят историки. Можно ли назвать Феликса Кулова главным злодеем в этой истории? Или он был лишь удобной жертвой, которую принесли в жертву ради того, чтобы сохранить систему, выстроенную Танаевым и его окружением? Звонок раздался в тот момент, когда Николай Иванович Танаев сидел в своем кабинете в Белом доме. Так в Бишкеке называли здание правительства. И смотрел в окно на площадь, где уже несколько дней не утихали митинги. Это было 24 марта 2005 года, середина дня, и толпа становилась все более агрессивной, требуя отставки президента Акаева, роспуска правительства, проведения новых выборов. События развивались стремительно. Еще утром казалось, что ситуацию можно взять под контроль, что силовики удержат периметр, что протест выдохнется сам собой, как это бывало раньше. Но к полудню стало очевидно, что на этот раз все серьезно. Толпа прорвала оцепление, ворвалась в здание
и в коридорах уже слышались крики, топот ног, звон разбиваемого стекла. Та самая анархия, которую власть всегда боялась больше всего. Танаев понимал, что время кончилось, что дальше сидеть здесь опасно, что нужно принимать решение. И именно в этот момент зазвонил его личный телефон. Не правительственный, который обрывался звонками от министров и губернаторов, а тот, номер которого знали только самые близкие люди. На том конце провода был голос, который Танаев узнал сразу, хотя они не разговаривали уже несколько месяцев. Василий Бочкарёв, губернатор Пензенской области. Человек, с которым они когда-то вместе начинали, еще в те времена, когда оба были молодыми комсомольскими работниками, полными энтузиазма и веры в светлое будущее. «Николай, я знаю, что у вас там происходит», — сказал Бочкарёв без предисловий, и в его голосе слышалась та особая интонация, которая не требует объяснений. «У меня есть предложение, и если тебе нужно будет уехать, приезжай в Пензу. Я организую все, что необходимо. У нас найдется работа, должность, крыша над головой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Танаев молчал несколько секунд, слушая шум за дверью, который становился все громче. И в этой паузе уместилось многое. Понимание того, что карьера в Киргизии кончилась, что возвращаться сюда будет опасно, что впереди, возможно, начнутся расследования, обвинения, попытки найти виноватых и наказать их, и что самым разумным сейчас будет принять это предложение, пока еще есть такая возможность. «Спасибо, Василий», — ответил он наконец. «Я подумаю. Но, возможно, ты прав. Возможно, это правильное решение». Разговор продлился не больше минуты, но этот звонок изменил все. В тот момент, когда Танаев положил трубку, он уже знал, что через несколько часов подаст заявление об отставке, что станет первым и единственным высокопоставленным чиновником, который добровольно уйдет, не дожидаясь, пока его выволокут из кабинета, как это произойдет с другими. Отставка была подана в тот же день, через несколько часов после того, как протестующие захватили здание правительства. И этот шаг многих удивил. Обычно власть цепляется до последнего, пытается договориться, торгуется, ищет союзников. Но Танаев повел себя иначе. Он ушел быстро, без лишнего шума, почти незаметно. И именно эта быстрота натолкнула многих на мысль, что он заранее знал, что произойдет, что у него был план на случай краха режима, что он, в отличие от других, просчитал ситуацию на несколько ходов вперед. Но была и другая версия, которую озвучивали оппозиционные активисты. Танаев ушел не из благородства, а потому что боялся того, что может всплыть, если новая власть начнет разбираться в делах старой. У него было что скрывать: контракты, сметы, счета, те самые документы, которые позже найдут в архивах и которые станут основой для уголовных дел. И уход в нужный момент был единственным способом избежать ответственности. Уехать туда, где его не достанут, где у него есть связи и где он сможет начать новую жизнь, далекую от киргизской политики. Но прежде чем окончательно покинуть Киргизию, Танаев сыграл еще одну, последнюю роль в той драме, которая разворачивалась на глазах у всего мира. 2 апреля 2005 года, через неделю после его отставки, в Москву прилетела комиссия, в состав которой входили представители новой власти. И их задачей было убедить Аскара Акаева, который к тому времени уже бежал из страны и укрывался в России, официально сложить полномочия президента. Это была деликатная миссия, требовавшая такта, дипломатии, умения находить компромиссы. И неожиданно для многих в состав этой комиссии был включен Танаев. Зачем его пригласили? Одни говорили, что он был одним из немногих, кому Акаев еще доверял, кто мог донести до него реальность ситуации без прикрас. Другие предполагали, что это была попытка новой власти показать преемственность, продемонстрировать, что переход будет цивилизованным, что не будет кровавой расправы над старым режимом. Третьи же были уверены, что Танаев просто торговался. В обмен на помощь в переговорах с Акаевым он получал гарантии безопасности, обещание, что его не будут преследовать, что ему дадут возможность спокойно уехать и начать новую жизнь. Как бы то ни было, переговоры прошли успешно. Акаев согласился подписать документ об отставке, и Киргизия официально вошла в новую эру. 6 апреля 2005 года Николай Танаев прилетел в Пензенскую область по приглашению губернатора Бочкарёва. И этот визит стал символическим. Человек, который 30 лет строил карьеру в Киргизии,
который дошел до вершины власти, который управлял страной в один из самых сложных периодов ее истории, вернулся туда, откуда начинал, в русскую глубинку, в Пензу, где его когда-то знали как перспективного комсомольца, а теперь будут знать как экс-премьера, бежавшего от революции. Ему предложили должность специального представителя губернатора по международной и внешнеэкономической деятельности, почетную синекуру, которая не требовала особых усилий, но давала статус, официальное прикрытие, возможность сохранить лицо. Впрочем, к работе он так и не приступил. Уже через несколько месяцев он перебрался в Санкт-Петербург, где возглавил компанию «Газпром Нефтинвест», а позже работал в структурах «Газпрома», гигантской корпорации, которая в те годы активно скупала активы по всему постсоветскому пространству, и где для человека с такими связями и опытом всегда находилось место. А тем временем те самые папки с грифом «для служебного пользования», обнаруженные в подвале администрации президента, продолжали рассказывать свою историю, открывая все новые детали финансовых махинаций тех лет. В банковском архиве одного из крупнейших российских банков, который в середине 2000-х активно работал с клиентами из стран СНГ, хранилась папка с документами на имя физического лица, гражданина Киргизской республики, занимавшего в период с 2002 по 2005 год высший государственный пост в системе исполнительной власти. Эта папка толщиной примерно в 5 сантиметров содержала выписки по счетам, подтверждения переводов, договоры об открытии депозитов, и если бы кто-то из киргизских следователей получил доступ к этим документам, а они, разумеется, никогда его не получили, потому что российское банковское законодательство надежно защищало тайну вкладчиков, то перед ними открылась бы картина финансовых потоков, объяснить легальное происхождение которых было бы невозможно. Первая запись датировалась июлем 2002 года, через месяц после того, как Николай Танаев официально стал премьер-министром. И это был перевод на сумму $250 тысяч с пометкой «Личные средства». За этим переводом последовали другие. 100 тысяч в сентябре того же года, 350 тысяч в январе 2003, еще 200 в мае и так далее. И если сложить все эти суммы за 3 года, то получится цифра, превышающая $2 миллиона. Деньги, которые каким-то образом появлялись на счетах человека, чья официальная зарплата премьер-министра Киргизии составляла около $500 в месяц, а годовой доход, даже с учетом всех надбавок и премий, едва ли превышал $10 тысяч. Откуда брались эти деньги? Этот вопрос задавали себе немногие журналисты и активисты, которые пытались разобраться в финансовых схемах киргизской элиты. Но ответа так никто и не получил, потому что банковские тайны оставались тайнами, а свидетели, если они и были, предпочитали молчать. Однако косвенные улики указывали на несколько возможных источников. Первый и самый очевидный — откаты от строительных контрактов, которые в те годы распределялись через правительство и лично через кабинет премьера. Схема была простой и отработана еще с советских времен. Компания-подрядчик получает госзаказ, завышает смету на 20-30%, а разницу делит с теми, кто утвердил этот контракт. В Киргизии, где система тендеров была формальностью, где победитель определялся заранее, а конкуренция существовала лишь на бумаге, такие схемы работали безотказно. По подсчетам независимых экспертов, которые анализировали бюджет строительных программ с 2002 по 2004 год, разница между заявленными расходами и реальной стоимостью работ составляла не менее $150 миллионов. И если даже десятая часть этой суммы оседала в карманах тех, кто стоял у руля, то 2 миллионов на личном счете премьера не казались такой уж фантастической цифрой. Но были и другие источники дохода, о которых знали еще меньше людей. В 2003 году, когда Киргизия вела переговоры с международными финансовыми организациями о получении кредитов на развитие инфраструктуры, один из европейских банков предоставил республике заем в размере 50 миллионов евро под низкий процент. И эти деньги должны были пойти на строительство дорог, мостов, реконструкцию аэропортов. Проект курировал лично премьер-министра, и именно его подпись стояла под итоговыми отчетами, в которых утверждалось, что средства освоены полностью, цели достигнуты, результаты впечатляют. Но когда через несколько лет независимые аудиторы попытались проверить, куда конкретно ушли эти деньги, выяснилось, что значительная часть объектов либо не была построена вообще, либо существовала только на бумаге. Красивые фотографии, подписанные акты,
довольные лица на церемониях открытия. А в реальности — заброшенные стройплощадки, недостроенные конструкции, дороги, которые размыло первым же дождем. Куда делись миллионы? Часть ушла на зарплаты рабочим, часть — на закупку материалов, но значительная доля просто растворилась в системе, осела на счетах посредников, подрядчиков, чиновников, и проследить эти потоки было невозможно, потому что документы были составлены безупречно, печати стояли на своих местах, и формально все выглядело законным. Чтобы понять масштаб этого разрыва между верхами и низами, достаточно сравнить несколько цифр. Средняя пенсия в Киргизии в 2004 году составляла около $20 в месяц. Это $240 в год. Средняя зарплата врача в провинциальной больнице — $50 в месяц, 600 в год. Учителя в сельской школе — $40, 480 в год. А теперь представьте, один перевод на личный счет премьер-министра в размере $350 тысяч — это годовые доходы 700 сельских учителей, или 1400 пенсионеров, или 600 провинциальных врачей. $350 тысяч — это бюджет целого района на севере страны, где живут 10 тысяч человек, где есть школы, больницы, дороги, и все они едва сводят концы с концами, латают дыры в бюджете, экономят на отоплении зимой, на лекарствах для пациентов, на учебниках для детей. И вся эта огромная социальная пирамида, где каждый рубль на счету, где люди считают копейки, чтобы прожить до следующей зарплаты. Эта пирамида держалась на том, что наверху сидели люди, для которых $350 тысяч были просто очередным переводом. Одной строчкой в банковской выписке, которую можно даже не заметить. Один из бывших сотрудников аппарата правительства, который работал в финансовом департаменте и попросил не называть его имя, рассказывал в частной беседе, что в 2004 году, незадолго до революции, в его кабинет пришла женщина из села Карабалта, это примерно в 100 километрах от Бишкека, и принесла письмо, адресованное премьер-министру. В письме она просила помочь отремонтировать крышу школы, где учились ее дети, потому что каждую весну, когда начиналась оттепель, вода текла прямо на парты, и дети сидели в мокрой одежде, простужались, болели, а директор школы говорил, что денег на ремонт нет и не будет. Женщина приложила к письму смету, которую составил местный прораб, и там значилась сумма в $3000. Крыша была небольшая, материалы дешевые, работа простая, и $3000 решили бы проблему раз и навсегда. Сотрудник департамента положил это письмо в общую папку с обращениями граждан, которую раз в неделю отправляли наверх, и знал, что ответа не будет, потому что такие письма приходили сотнями, и на все их не хватило бы никакого бюджета. Но когда позже, уже после революции, он узнал о тех суммах, которые проходили через личные счета высокопоставленных чиновников, он вспомнил ту женщину и подумал: один перевод в размере $250 тысяч мог бы отремонтировать крыши в 80 таких школах, обеспечить теплым и светом сотни семей, накормить тысячи детей. Но этого не произошло. Деньги пошли туда, куда они всегда идут в системах, где власть и богатство неразделимы. В карманы тех, кто стоит наверху. Существовала ли какая-то моральная граница для людей, принимавших эти решения? Или они просто не видели связи между своими счетами и пустыми кошельками тех, кем управляли? В земельном кадастре города Бишкека, в разделе, посвященном элитному району Ак-Орго, где строились резиденции для высшей номенклатуры и богатых бизнесменов, была зарегистрирована недвижимость на имя Елены Танаевой, супруги премьер-министра, женщины, которая никогда не появлялась на публике, не давала интервью, не участвовала в официальных мероприятиях и вообще вела настолько закрытую жизнь, что даже близкие к правительству журналисты почти ничего о ней не знали. Этот участок площадью в 1,5 гектара с двухэтажным особняком общей площадью 600 квадратных метров, бассейном, гаражом на 4 машины и ухоженным садом с фонтанами был официально оформлен в 2003 году, и в документах значилось, что владелица приобрела его на собственные средства за сумму, которая в пересчете на доллары составляла около 400 тысяч. Астрономическая цифра для страны, где средняя стоимость квартиры в столице не превышала 20 тысяч. Откуда у супруги премьера взялись такие деньги, никто не спрашивал,
потому что в Киргизии тех лет подобные вопросы считались бестактными. А те, кто все таки решался их задавать, быстро понимали, что лучше не лезть в дела семей, стоящих у власти. Но дом Вакорга был не единственной недвижимостью семьи Танаевых. По данным, которые просочились в оппозиционные СМИ уже после революции 2005 года, на имя родственников премьера, 2 взрослых детей и брата, который жил в России, было зарегистрировано еще несколько объектов. Квартира в центре Бишкека стоимостью около $150 тысяч, загородный коттедж в курортной зоне Иссык-Куля, земельный участок под Москвой площадью в 10 соток, где позже был построен дом, и доли в нескольких коммерческих компаниях, которые занимались поставками стройматериалов и получали крупные госзаказы. Все это имущество, если сложить его стоимость, давало цифру около $1 миллиона. И это только то, что удалось выяснить, а сколько было скрыто через офшоры, подставных лиц, доверительные схемы, можно было только гадать. Семья Танаева жила так, как живут семьи очень богатых людей. Дети учились в престижных университетах за границей, отдыхали на европейских курортах, ездили на дорогих машинах. И все это происходило на фоне того, что большинство киргизских семей с трудом сводили концы с концами, откладывая месяцами на новую зимнюю куртку для ребенка или на лекарства для больного родственника. Один из соседей по элитному району Ак-Орго, который позже уехал из Киргизии и дал интервью независимому изданию, рассказывал, что видел семью Танаева всего несколько раз, и каждый раз его поражал контраст между их образом жизни и тем, что творилось за пределами этого закрытого анклава. «Я помню, как однажды летом, это было в 2004 году, они устраивали какое-то семейное торжество», — говорил сосед. И к их дому подъезжали машины одна дороже другой — Мерседесы, БМВ, Лексусы. Во дворе накрыли столы, играла живая музыка. Все было организовано на уровне, как на свадьбе очень богатых людей. А буквально в километре от этого района, если выйти за ворота и пройти чуть дальше, начинались обычные кварталы, где люди жили в старых хрущевках, где зимой отключали отопление из-за долгов, где дети играли на грязных пустырях, потому что детских площадок не было. И эти два мира существовали параллельно, не пересекаясь, как будто между ними была невидимая стена. Те, кто жил в Акорго, не видели и не хотели видеть, как живут остальные. Для них Киргизия была местом, где можно хорошо заработать, обеспечить семью, а что происходит с остальными — это не их проблема. Особенно красноречивой была история с образованием детей Танаева. Старший сын Дмитрий учился в Лондонской школе экономики, одном из самых престижных учебных заведений мира, где год обучения стоил около 30 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на доллары составляло примерно 50 тысяч. Дочь Анна училась в Сорбонне, где расходы были чуть меньше, но тоже исчислялись десятками тысяч в год. Если сложить расходы на обучение 2 детей за 4 года, а именно столько длится бакалавриат, то получится около $400 тысяч. Официальный доход премьер-министра за все 3 года его работы не превышал $30 тысяч. Даже если предположить, что он вообще ничего не тратил на себя, откладывая каждый цент, этих денег не хватило бы даже на 1 год обучения одного ребенка. Но дети учились, и учились хорошо. Получали дипломы, строили карьеры, и никто не задавал вопросов о том, откуда берутся деньги, потому что в семьях элиты такие вопросы не принято задавать. А тем временем в обычных киргизских семьях родители годами откладывали деньги, чтобы отправить ребенка в местный университет, где стоимость обучения составляла $300-500 в год. Смешная сумма по меркам Запада, но для многих семей это была непосильная ноша. Некоторые брали кредиты под огромные проценты, другие продавали имущество, третьи отказывались от идеи высшего образования вообще, отправляя детей работать, чтобы хоть как-то поддержать семейный бюджет. И вот эта огромная пропасть между семьями, которые могли позволить себе Лондон и Париж, и семьями, для которых $300 были недостижимой мечтой, эта пропасть и была главным социальным противоречием, которое в конечном итоге взорвёт страну весной 2005 года. Была еще одна деталь, которая особенно возмущала людей, когда они узнавали о ней. Семья Танаева, несмотря на все свои богатства, продолжала пользоваться государственными льготами, которые полагались высшим чиновникам. Бесплатная медицинская страховка, которая покрывала лечение в лучших клиниках,
Служебный транспорт с водителем и охраной, казенные дачи для отдыха, компенсация коммунальных расходов. Все это оплачивалось из бюджета, то есть фактически из карманов налогоплательщиков, большинство из которых не могли позволить себе даже визит к платному врачу. Был случай, когда супруга премьера обратилась в государственную больницу для прохождения планового обследования, и для нее выделили целое отделение, отменив прием обычных пациентов, которые записывались на эту процедуру месяцами. Люди стояли в коридоре, ждали своей очереди, а им говорили: «Извините, сегодня не прием, технические причины». А на самом деле в этот момент наверху, в VIP-палате, проходило обследование жена человека, который управлял страной, и который мог бы без проблем оплатить лучшую частную клинику в любой точке мира. Можно ли винить детей за то, что их родители создали для них такие условия? Или ответственность лежит исключительно на тех, кто злоупотреблял властью, забывая тех, кем эта власть была дана? Старая женщина по имени Бюбю Сара, которая торговала лепешками на рынке Ош-Базар в центре Бишкека, рассказывала потом, что за неделю до того, как начались события марта 2005 года, ей приснился странный сон. Она видела, как по главной улице города едет черный автомобиль с затемненными стеклами, а за ним тянется длинная вереница людей в траурной одежде. И все они несут пустые корзины. И в этих корзинах нет ни хлеба, ни фруктов, ни денег, только воздух. Бибисара проснулась в холодном поту. Рассказала об этом сне соседкам, и те закивали головами. В киргизской культуре такие сны считаются предвестниками больших перемен, знаками того, что старое уходит, а новое еще не пришло. И в этом промежутке может случиться что угодно. На следующий день Бибисара пришла на рынок, расстелила свой коврик, разложила лепешки, и весь день у нее было странное ощущение, что что-то не так, что в воздухе висит напряжение, которого раньше не было, и даже птицы кричат как-то тревожно, предупреждающе, словно знают то, чего не знают люди. В те дни, в конце февраля и начале марта 2005 года, когда напряжение в обществе достигло пика и казалось, что достаточно одной искры, чтобы все взорвалось, по Бишкеку ходили слухи и приметы, которые потом, когда все уже случилось, многие вспоминали как предзнаменование. Кто-то рассказывал, что в ночь на 15 марта, за неделю до штурма Белого дома, над городом была видна странная красная луна, которая висела низко над горизонтом и казалась больше обычного. И старики говорили, что такая луна — к крови, к смене власти, к тому, что скоро будут перемены. Кто-то утверждал, что в тот же день в одном из парков Бишкека упало дерево, огромный столетний чинар, который всегда считался символом города. И никакого ветра не было, просто взял и рухнул, как подкошенный. И это тоже восприняли как знак. Старое падает, опора уходит. А еще говорили, что за несколько дней до революции в правительственном здании перестали работать все часы одновременно. И большие на стене в главном зале, и маленькие настольные в кабинетах чиновников. Все они остановились ровно в 3 часа ночи. И сколько ни пытались их починить, ничего не получалось. Пока не случилось то, что случилось. Но самая странная история, которую рассказывали те, кто работал в непосредственной близости от премьер-министра, касалась его поведения в последние недели перед отставкой. Один из охранников, который дежурил у входа в его кабинет, вспоминал, что примерно за 2 недели до событий 24 марта Танаев начал вести себя иначе. Он стал молчаливым, задумчивым, часто стоял у окна и смотрел на площадь, где уже начинались первые митинги. И в его взгляде было что-то такое, что заставляло думать. Он знает, что сейчас произойдет. Он готовится. Он прощается. «Я помню один момент особенно хорошо», — рассказывал охранник. Это было утром 23 марта, за день до штурма. Я зашел в кабинет, чтобы передать какие-то документы, и увидел, что на его столе лежит открытая папка, а в ней — фотографии. Я не успел разглядеть, что это были за снимки, но мне показалось, что это семейные фото. Дети, жена, может быть, родители. Он сидел и смотрел на эти фотографии. И лицо у него было такое, какого я раньше не видел. Не испуганное, не растерянное, а скорее грустное, смирившееся, как у человека, который понимает, что все кончено, и теперь остается только ждать. Знал ли Николай Танаев, что его время подходит к концу?
Или он, как и многие до него, верил, что власть вечна, а народ бесконечно терпелив? В медицинской карте, которую вели врачи правительственной клиники на улице Абдрахманова в Бишкеке, той самой, где лечились только высшие чиновники и их семьи, была запись от 14 января 2004 года. Запись сделана рукой кардиолога Азамата Джумабаева, который наблюдал премьер-министра с момента его назначения на пост. Пациент Т, 57 лет, значилось в карте. Жалобы на периодические боли в области сердца, повышенное артериальное давление 160 на 95, нарушение сна. При осмотре избыточный вес, индекс массы тела 29,4, признаки метаболического синдрома. Рекомендовано снижение стрессовых нагрузок, диета, умеренная физическая активность. Пациент рекомендации игнорирует, ссылаясь на загруженность. Эта запись была одной из многих, которые накапливались в карте Николая Танаева на протяжении 3 лет его премьерства. И если читать их последовательно, то перед глазами разворачивалась история того, как власть и деньги меняют человеческое тело, как стресс от постоянного балансирования между публичным образом и тайной жизнью буквально разрушает организм изнутри. Доктор Джумабаев, который после революции 2005 года эмигрировал в Казахстан и там продолжил медицинскую практику, в одном из редких интервью рассказывал о том, что наблюдал у своих высокопоставленных пациентов особый синдром, который он в шутку называл «болезнью чемоданов». «Представьте себе человека, который живет в постоянном напряжении», — объяснял доктор. «Он знает, что у него есть тайна, которую нельзя раскрывать. Он видит, как вокруг растет недовольство. Он понимает, что в любой момент все может рухнуть. И при этом он должен каждый день выходить на публику, улыбаться, произносить речи, делать вид, что все под контролем. Это колоссальная нагрузка на нервную систему. И тело реагирует. Повышается давление, нарушается сон, появляются проблемы с пищеварением, начинаются головные боли. Я видел это у многих чиновников того времени. Но у Николая Ивановича это было особенно заметно. Он приходил на прием, и я видел, что он устал. Не физически, а морально, как человек, который несет тяжелый груз и не может его никуда положить. Но самым показательным в этой истории было не то, что Танаев страдал от стресса. Это было бы естественно для любого человека на такой должности. А то, как он справлялся с этим стрессом. В отличие от многих своих коллег, которые заливали проблемы алкоголем или уходили в работу с головой, Танаев выбрал другой путь. Он окружил себя комфортом, создал вокруг себя защитную оболочку из дорогих вещей, роскошных интерьеров, изысканной еды, как будто пытаясь компенсировать внутреннее напряжение внешним благополучием. Один из поваров, который работал на правительственных приемах и иногда готовил для частных мероприятий в резиденции премьера, вспоминал, что меню для Танаева всегда составлялось особенно тщательно. Только свежайшие продукты, только проверенные поставщики, только блюда, которые готовятся по классическим рецептам европейской кухни. «Он любил французскую кухню», — рассказывал повар, «особенно мясо, говядину средней прожарки, баранину на гриле, утиную грудку с апельсиновым соусом. И все это подавалось с дорогими винами, которые привозили из Франции и Италии. Я помню, как однажды для одного ужина заказали бутылку «Шато Марго» урожая 1996 года. Это вино стоило около $1000 за бутылку. $1000 за одну бутылку вина — это 2 годовые пенсии киргизского учителя на севере страны. И это было не исключение, а норма. Физиология власти — это не только медицинские показатели, но и то, как меняется восприятие реальности, когда у тебя есть доступ к ресурсам, недоступным большинству. Психологи, изучающие поведение элит, давно заметили, что люди, долгое время находящиеся у власти и имеющие значительные материальные преимущества, начинают терять связь с обычной жизнью. Они перестают понимать, сколько стоит хлеб, сколько зарабатывает средний человек, какие проблемы волнуют простых граждан. Это не злой умысел и не сознательное игнорирование. Это естественный процесс, когда твоя повседневность настолько отличается от повседневности большинства, что ты просто физически не можешь представить, как живут другие. Танаев, который каждое утро просыпался в особняке с видом на горы, завтракал свежевыжатым апельсиновым соком и круассанами, которые пекли специально для него,
Ехал на работу в бронированном «Мерседесе» с охраной, обедал в правительственной столовой, где подавали блюда ресторанного уровня, а вечером возвращался домой, где его ждала семья, дети, которые учились в лучших университетах мира. Этот человек жил в параллельной реальности, которая не пересекалась с жизнюшки из Нарына, которая считала самы, чтобы купить килограмм картошки на неделю. Существует ли физиологический предел того, насколько человек может оторваться от реальности большинства, прежде чем эта реальность напомнит о себе самым жестким образом? В подвале здания Национального архива Киргизской Республики, в секции, посвященной документам правительства периода с 2002 по 2005 год, хранилось несколько десятков коробок с папками, на которых стояли грифы «Для служебного пользования», «Конфиденциально», «Не подлежит разглашению». Эти коробки попали в архив летом 2005 года, через несколько месяцев после революции, когда новая власть начала разбирать завалы документов, оставшихся от предыдущего режима. И среди этих бумаг были контракты, сметы, акты приемки работ, переписка между министерствами, служебные записки, финансовые отчеты — все то, что составляло бюрократический скелет государственной машины. Большинство этих документов никто никогда не читал. Они просто лежали в коробках, покрывались пылью, ждали своего часа. И лишь изредка какой-нибудь исследователь или журналист получал доступ к ним, пытаясь найти ответы на вопросы, которые волновали общество, но на которые официальная власть отвечать не спешила. Одним из таких исследователей была Айгуль Токтагулова, историк, специализирующаяся на постсоветском периоде Киргизии, которая в 2007 году получила грант на изучение экономической политики правительства Танаева и провела несколько месяцев в архивах, поднимая документы, которые до нее никто не трогал. «Когда я впервые открыла эти коробки», — рассказывала Айгуль в интервью для академического журнала, «я была поражена тем, насколько все было задокументировано. Это не была какая-то теневая, скрытая деятельность. Все было оформлено официально, со всеми печатями, подписями, согласованиями. Просто никто не обращал внимания на детали, никто не задавал неудобных вопросов. Например, я нашла контракт на строительство административного здания в Бишкеке, датированный мартом 2003 года. Смета — $12 миллионов. Подрядчик — компания, которая была зарегистрирована всего за 3 месяца до получения контракта и не имела опыта работы на таких крупных объектах. Директор этой компании — дальний родственник одного из заместителей премьера. Все это было в открытом доступе, в документах, которые лежали в архиве. Но никто не поднимал шум, потому что система работала так, что все были в доле, все что-то получали, и никому не было выгодно раскачивать лодку. Айгуль нашла особенно показательный документ — служебную записку от 23 сентября 2004 года, адресованную премьер-министру и подписанную заместителем министра финансов. В этой записке чиновник осторожно, но достаточно ясно указывал на то, что расходы правительства на содержание резиденций, служебного транспорта и представительские нужды за последний год выросли на 40%, в то время как социальные программы были урезаны на 20% из-за нехватки средств в бюджете. «Считая необходимым обратить внимание, — писал чиновник, — на то, что данная ситуация может вызвать негативную реакцию в обществе и создать почву для критики со стороны оппозиции». На полях этой записки стояла резолюция, написанная от руки. «Принято к сведению. Продолжить работу в прежнем режиме». Подпись неразборчива, но по почерку и инициалам можно было предположить, что это был кто-то из ближайшего окружения премьера. Чиновник, написавший записку, через полгода был уволен по собственному желанию и уехал из страны. Типичная судьба для тех, кто пытался говорить правду в системе, где правда была нежелательна. Но самым ценным в архивных документах были не столько контракты и сметы. Их можно было интерпретировать по-разному, списывать на ошибки, недоразумения, объективные сложности. Сколько внутренняя переписка, которая показывала, как принимались решения, кто на кого давил, кто кого защищал, кто получал выгоду. В одной из папок Айгуль обнаружила цепочку писем между аппаратом премьер-министра и руководством государственной строительной компании «Кыргыз-Курулуш», той самой, которую Танаев возглавлял до прихода в правительство. Письма датировались периодом с июня по ноябрь 2003 года и касались распределения подрядов на строительство социальных объектов — школ, больниц, детских садов
в рамках программы, финансируемой международными донорами. По условиям программы подряды должны были распределяться через открытые тендеры, но из переписки было видно, что победители определялись заранее, а тендеры были лишь формальностью. В одном из писем прямо говорилось: по согласованию с аппаратом премьера контракт на строительство школы в Таласе передать компании «Стройинвест», директор Марат Касымов. Тендерную документацию подготовить таким образом, чтобы другие участники не прошли по формальным критериям. Это был не намек, не завуалированная просьба. Это была прямая инструкция, и она выполнялась. Когда Айгуль попыталась опубликовать результаты своего исследования, она столкнулась с неожиданным сопротивлением. Несколько академических журналов отказались печатать ее статью, ссылаясь на то, что материал слишком политизирован и может вызвать нежелательные последствия. Один из редакторов прямо сказал ей: «Понимаете, Танаев сейчас живет в России, у него там связи, и если мы опубликуем это, могут быть проблемы. Не для вас лично, но для журнала, для университета. Лучше не рисковать». В конце концов, статья вышла в небольшом независимом издании, которое печаталось тиражом в 500 экземпляров и распространялось в основном среди узкого круга специалистов. И широкая публика так никогда и не узнала о том, что было написано в тех архивных документах. Но для тех, кто прочитал эту статью, стало очевидно: система обогащения элиты в Киргизии начала 2000-х была не результатом хаоса или отсутствия контроля. Это была хорошо отлаженная машина, где каждый знал свою роль, где документы оформлялись безупречно, где все выглядело законным, и только если копать глубже, можно было увидеть, что за фасадом легальности скрывается механизм перераспределения государственных ресурсов в пользу узкой группы людей, стоящих у власти. Могут ли архивные документы изменить историю, если никто не хочет их читать? Или правда, запертая в коробках, остается бессильной перед удобной ложью? 24 марта 2005 года, примерно в половине первого дня, когда толпа протестующих уже прорвала оцепление и ворвалась в здание правительства, в кабинете премьер-министра на 4-м этаже Белого дома находились 4 человека. Сам Николай Танаев, его помощник по безопасности, начальник охраны и один из заместителей премьера, который курировал силовой блок. За окном слышались крики, топот ног, звон разбиваемого стекла, и было очевидно, что времени почти не осталось. Через несколько минут толпа доберется до верхних этажей, и тогда уже будет поздно что-либо предпринимать. Помощник по безопасности настаивал на немедленной эвакуации через служебный выход, который вел в подземный гараж, где уже ждала машина с заведенным двигателем. Начальник охраны говорил, что нужно попытаться договориться с лидерами протеста, пригласить их на переговоры, выиграть время. Заместитель премьера молчал, глядя в окно. И было видно, что он уже мысленно простился с этим местом, с этой властью, с этой жизнью. А Танаев сидел за своим массивным дубовым столом, на котором лежала папка с документами, и смотрел на телефон, который не переставал звонить. Звонили министры, губернаторы, депутаты. Все хотели знать, что делать, все ждали указаний. Но он не брал трубку, потому что понимал. Указаний больше не будет. Время указаний кончилось. В этот момент, по воспоминаниям одного из присутствовавших, Танаев произнес фразу, которая потом будет цитироваться в разных версиях, обрастать легендами, интерпретироваться по-разному, но суть которой останется неизменной. Мы построили систему, которая работала только на нас. Мы думали, что народ будет терпеть вечно. Мы ошиблись. Это не было раскаянием, скорее констатацией факта, холодным анализом ситуации, который мог сделать только человек, привыкший мыслить цифрами, схемами, логикой. Он понимал, что произошло. Разрыв между верхами и низами достиг критической точки. Социальное напряжение, которое копилось годами, наконец прорвалось, и теперь уже ничто не могло остановить этот процесс. Можно было бы попытаться подавить протест силой, вызвать войска, разогнать толпу, арестовать лидеров, но это лишь отсрочило бы неизбежное, потому что проблема была не в конкретных людях на площади, а в том, что система, которую они построили, исчерпала свой ресурс доверия. Через 20 минут после этого разговора Танаев подписал заявление об отставке. Короткий документ на одну страницу,
в котором не было ни объяснений, ни оправданий, только формальная фраза: «Прошу освободить меня от должности премьер-министра Киргизской республики в связи со сложившейся политической ситуацией». Он стал первым и единственным высокопоставленным чиновником, который ушел добровольно, не дожидаясь, пока его вытащат из кабинета. И этот шаг многие восприняли как признание поражения, как понимание того, что дальше держаться за власть бессмысленно. Но была и другая интерпретация. Танаев ушел не потому, что признал свою вину, а потому что просчитал ситуацию и понял, что уход в нужный момент — это единственный способ сохранить то, что было нажито, избежать ответственности, уехать туда, где его не достанут. И действительно, через несколько дней он уже был в Москве, участвовал в переговорах с Акаевым, помогал организовать цивилизованный переход власти, а потом спокойно улетел в Пензу, где его ждали друзья, связи, новая работа, новая жизнь. Но кто же был главным злодеем в этой истории? Был ли это Танаев, человек, который использовал свое положение для личного обогащения, который строил особняки, пока страна нищала, который отправлял детей учиться в Лондон и Париж, пока киргизские дети сидели в школах с протекающими крышами? Или главным злодеем была сама система, та постсоветская модель управления, где власть и бизнес слились воедино, где государственные ресурсы стали частной собственностью элиты, где коррупция была не отклонением от нормы, а самой нормой? Танаев был продуктом этой системы, он не создавал ее с нуля. Он просто научился в ней работать, использовать ее правила, извлекать из нее максимум выгоды. Он был умнее многих своих коллег, осторожнее, расчетливее, и именно поэтому он смог уйти вовремя, в отличие от тех, кто цеплялся за власть до последнего и в итоге потерял все. Феликс Кулов, которого многие считали жертвой этой системы, после революции вышел из тюрьмы и стал одним из лидеров новой власти. Но очень скоро выяснилось, что он тоже был частью той же элиты, что и Танаев, что у него тоже были счета, недвижимость, связи, и что смена власти не означала смену системы. Просто одни люди ушли, а другие пришли, но механизм остался прежним. И в этом смысле Танаев был не злодеем, а скорее символом. Символом того, как работает власть в странах, где институты слабы, где закон можно обойти, где деньги решают все, и где разрыв между теми, кто наверху, огромным, становится настолько взрыву. Последний раз Танаева видели на публике в 2009 году на каком-то корпоративном мероприятии в Санкт-Петербурге, где он работал в структурах «Газпрома». Он выглядел старше своих лет, располнел, двигался медленно, и те, кто знал его в бытность премьером, говорили, что это уже был другой человек. Не тот энергичный технократ, который управлял страной, а усталый пожилой мужчина, который просто доживал свой век, получая хорошую зарплату за номинальную должность. Он умер 19 июля 2020 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. И его смерть прошла почти незамеченной. Несколько коротких заметок в российских СМИ, пара постов в соцсетях от бывших коллег — и все. В Киргизии о его смерти узнали через несколько дней, и реакция была сдержанной. Одни вспоминали его как технократа-профессионала, другие — как символ разграбленной эпохи, третьи просто пожимали плечами. Для нового поколения, выросшего после революции, Танаев был лишь строчкой в учебнике истории, именем без лица, цифры без контекста. Но вопрос остается: можно ли назвать злодеем человека, который просто играл по правилам системы, которую он не создавал? Или настоящий злодей — это сама система, которая делает такие правила возможными? В небольшой квартире на окраине Бишкека, в районе Джал, где живут в основном рабочие и мелкие служащие, в старом советском шкафу среди пожелтевших газет и семейных фотографий лежала тетрадь в клетку, исписанная мелким аккуратным почерком. Эту тетрадь вела Гульнара Асанова, бывший бухгалтер государственной строительной компании «Кыргыз-Курулуш», которая работала там с 1997 по 2001 год, как раз в тот период, когда компанию возглавлял Николай Танаев. Гульнара умерла в 2018 году от рака, и ее дочь, разбирая вещи матери, случайно наткнулась на эту тетрадь и, начав читать, поняла, что держит в руках документ, который мог бы изменить многое, если бы был обнародован 20 лет назад. В тетради были записи о финансовых операциях, которые Гульнара вела параллельно с официальной бухгалтерией. Своего рода теневой учет, куда она заносила реальные цифры, а не те, что шли в отчеты.
15 марта 1998 года значилось в одной из записей. Контракт номер 247 на строительство административного здания в Оше. Официальная смета — $4 200 000. Реальные расходы, по моим подсчетам, $2 800 000. Разница — $1 400 000. Куда ушла разница, не знаю, но подозреваю. И дальше самое интересное. Сегодня видела, как директор встречался с представителем подрядчика в своем кабинете. Разговор был за закрытыми дверями, но когда они вышли, оба выглядели довольными. Через неделю директор купил новую машину — «Мерседес» последней модели. Совпадение? Таких записей в тетради были десятки, и все они рассказывали одну и ту же историю. Деньги, выделенные на строительство социальных объектов, частично оседали в карманах тех, кто контролировал процесс, а разница между официальными сметами и реальными расходами была настолько велика, что ее невозможно было объяснить ошибками или рыночными колебаниями. Но самым страшным в этой истории было не то, что Гульнара знала о махинациях. Таких людей, которые знали, было много. А то, что она молчала. Молчала 20 лет, до самой смерти. И даже в тетради, которую вела для себя, не решалась называть вещи своими именами. Использовала намеки, недомолвки, как будто боялась, что кто-то прочитает эти записи и придет за ней. Ее дочь, Айжан, которая после смерти матери попыталась передать тетрадь в Следственный комитет, рассказывала. Мама никогда не говорила об этом вслух. Я знала, что она работала в Кыргыз-Курулуш. Знала, что там были какие-то проблемы, из-за которых она ушла. Но она не рассказывала деталей. Только один раз, это было в 2005 году, сразу после революции, когда по телевизору показывали, как новая власть обещает наказать коррупционеров. Она сказала мне: «Айжан, они ничего не накажут, потому что все были в доле. И те, кто сейчас у власти, тоже брали. Просто одни брали больше, другие меньше, но все брали». Я тогда не поняла, о чем она говорит, но теперь, когда прочитала эту тетрадь, все стало ясно. Гульнара была не единственной, кто знал и молчал. В системе, которая существовала в Киргизии в конце 90-х и начале 2000-х, молчание было условием выживания. Те, кто пытался говорить, быстро понимали, что это опасно. Их увольняли по собственному желанию. Против них возбуждали уголовные дела по надуманным обвинениям. Их семьям угрожали, их репутацию уничтожали через подконтрольные СМИ. Один из журналистов, который в 2003 году попытался опубликовать расследование о строительных контрактах правительства Танаева, рассказывал, что через неделю после выхода статьи к нему домой пришли люди в штатском, представились сотрудниками налоговой службы и сказали, что у него проблемы с декларацией доходов. «Они не угрожали напрямую», — вспоминал журналист. «Но смысл был ясен. Либо ты прекращаешь копать, либо у тебя будут серьезные неприятности». Я тогда испугался, признаюсь честно. У меня была семья, дети, ипотека. Я не мог рисковать. И я замолчал. Цена молчания измерялась не только в личной безопасности тех, кто предпочитал не высовываться, но и в том, что система продолжала работать, потому что никто не решался ее остановить. Если бы хотя бы 10% тех, кто знал о махинациях, решились заговорить публично, если бы бухгалтеры, прорабы, чиновники среднего звена, журналисты объединились и предъявили доказательства, возможно, революции 2005 года не потребовалось бы. Система рухнула бы под тяжестью собственной коррупции. Но этого не произошло, потому что страх был сильнее возмущения. Потому что каждый думал: зачем мне рисковать, если все равно ничего не изменится? И именно эта логика индивидуального выживания в условиях коллективной несправедливости, и позволяла таким людям, как Танаев, оставаться у власти годами, накапливать богатство, жить в параллельной реальности, не опасаясь последствий. Когда Айжан принесла тетрадь матери в Следственный комитет, ей сказали, что документ интересный, но юридической силы не имеет. Это личные записи, не заверенные, не подтвержденные официальными документами, и использовать их в качестве доказательств невозможно. «Но там же все написано», — возмущалась Айжан. «Там даты, суммы, номера контрактов. Можно же проверить». Следователь устало посмотрел на нее и ответил: «Девушка, это было 20 лет назад. Документы уничтожены.
Свидетели либо умерли, либо уехали, либо не захотят говорить. А Танаев живет в России, и мы не можем его даже вызвать на допрос. Понимаете? Время ушло. Момент упущен. Ваша мама молчала, когда нужно было говорить, и теперь уже поздно. Айжан вышла из здания Следственного комитета с тетрадью в руках, села на скамейку в парке напротив и заплакала. Не от жалости к себе, а от осознания того, что правда, даже записанная на бумаге, бессильна, если ее некому защитить. Сколько еще таких тетрадей лежит в шкафах по всей стране? И сколько людей унесли свои тайны в могилу, так и не решившись заговорить. 23 марта 2005 года. За день до того, как начнется революция, которая перевернет страну. Два человека просыпаются в одно и то же утро, в одной и той же стране, но в совершенно разных мирах, которые существуют параллельно, не пересекаясь. Как будто между ними невидимая стена, через которую не проникает ни свет, ни звук, ни понимание того, как живет другая страна. Первый человек — Николай Иванович Танаев, премьер-министр Киргизской республики, 59 лет. Просыпается в 7 утра в своей резиденции в элитном районе Ак-Орго. Спальня площадью 40 квадратных метров, кровать king size с итальянским постельным бельем, которое меняет каждый день, окна от пола до потолка с видом на заснеженные вершины Алатоо. Он встает, идет в ванную комнату, где его ждет халат из египетского хлопка, включает душ. Вода горячая, напор отличный, никаких перебоев, потому что в этом районе своя котельная, свои генераторы на случай отключения электричества. После душа — завтрак, который готовит личный повар. Свежевыжатый апельсиновый сок, омлет из фермерских яиц, тосты из цельнозерновой муки, которую привозят из Германии, кофе из зерен, обжаренных специально для него. Завтрак он ест в столовой, где на стенах висят картины киргизских художников, купленные на аукционе. А за окном ухоженный сад с фонтаном, который даже зимой не замерзает, потому что вода подогревается. В 8:30 к дому подъезжает служебный «Мерседес» с водителем и охраной, и Танаев едет на работу по пустым утренним улицам. Для правительственных кортежей всегда есть зеленый коридор, светофоры переключаются заранее, пробок не бывает. Второй человек — Токтагул Мамытов, 62 года, пенсионер. Бывший учитель математики из села Карасу в Нарынской области. Просыпается в 6 утра, потому что в доме холодно, и нужно растопить печь, чтобы хоть немного согреться. Дом маленький, 2 комнаты, стены тонкие, окна старые. Щели заткнуты тряпками, но все равно дует. Он встает с кровати, на которой лежит ватное одеяло, доставшееся еще от родителей. Надевает телогрейку, идет во двор за дровами. Дрова сырые, потому что всю неделю шел снег, и они плохо разгораются. Приходится возиться минут 20, раздувать угли, подкладывать щепки. Когда печь наконец затопилась, он возвращается в дом, где его жена, Бурул, уже поставила на стол завтрак. Лепешка, оставшаяся со вчерашнего дня, немного масла, чай без сахара, потому что сахар кончился, а до пенсии еще неделя, и денег нет. Они едят молча, потому что говорить не о чем. Каждый день одно и то же, и слова уже давно исчерпались. После завтрака Токтагул надевает старое пальто, которое носит уже 15 лет, и идет пешком в районный центр. Это 5 километров по заснеженной дороге, потому что автобус ходит раз в день, и он уже ушел. Идти тяжело, ноги болят, сердце колотится. Но деваться некуда. Нужно забрать пенсию, которую задержали на 2 недели, и купить хоть немного продуктов. В 9 утра Танаев сидит в своем кабинете на 4-м этаже Белого дома, просматривает утренние сводки, которые готовит его аппарат, экономические показатели, политические новости, сводки с мест. На столе папки с документами, которые нужно подписать, но он не спешит, потому что знает, что все уже согласовано, все проверено. Его подпись — это формальность. В 10 у него встреча с министром финансов. Они обсуждают бюджет на следующий год. Говорят о необходимости сокращения расходов на социальные программы, потому что денег не хватает, нужно экономить. «Мы не можем себе позволить повышение пенсий в этом году», — говорит министр. «Инфляция съедает все, бюджет трещит по швам». Танаев кивает, соглашается, подписывает документ, который замораживает индексацию пенсии еще на год. После встречи обед в правительственной столовой, где подают блюда ресторанного уровня.
суп из морепродуктов, стейк из мраморной говядины, десерт. Он ест не спеша, разговаривает с коллегами о международной политике, о предстоящем саммите ШОС, о том, что нужно укреплять связи с Россией и Китаем. В это же время, в 9 утра, Токтагул стоит в очереди в отделении пенсионного фонда в районном центре. Очередь длинная, человек 50. Все пожилые, все устали ждать. Окошко одно. Работает медленно, каждого оформляет минут по 10, и очередь движется со скоростью улитки. Токтагул стоит, опираясь на палку, ноги гудят, спина болит. Но сесть некуда, скамеек нет, все стоят. Наконец, через 2 часа он подходит к окошку, протягивает паспорт, и сотрудница, не поднимая глаз, говорит: «Ваша пенсия $22, распишитесь здесь». $22 за месяц. Он берет деньги, пересчитывает, все правильно, и выходит на улицу. Идет в магазин, покупает килограмм муки, полкило масла, пачку чая, немного сахара. Все вместе $8. Остается 14 на весь месяц. На лекарства, на дрова, на все остальное. Он складывает покупки в старую сумку и идет обратно, те же 5 километров, но теперь с тяжелой сумкой, и идти еще труднее. Вечером в 7 часов Танаев возвращается домой. Его встречает жена, они ужинают вместе. Сегодня повар приготовил утку с яблоками, один из любимых рецептов премьера. После ужина он смотрит новости по спутниковому телевидению, переключается между каналами: CNN, BBC, российские каналы. Новости тревожные. В Бишкеке прошел очередной митинг оппозиции. Требуют отставки правительства, говорят о коррупции, о социальной несправедливости. Танаев хмурится, выключает телевизор. «Популисты», — думает он, — «всегда найдут на что пожаловаться». Не понимает, как сложно управлять страной в таких условиях. Он идет в кабинет, открывает ноутбук, проверяет почту, отвечает на несколько писем. В 10 вечера ложится спать. Завтра снова рабочий день, встречи, документы, решения. В это же время, в 7 вечера, Токтагул сидит у печки, которая уже почти прогорела, и считает деньги, которые остались после покупок. $14 на месяц. Он берет листок бумаги, карандаш, начинает расписывать. Лекарства для жены — $5, дрова — $3, электричество — $2. Остается $4 на еду. $4 на месяц на двоих. Он смотрит на эти цифры и понимает, что не сходится, что денег не хватит, что придется снова занимать у соседей или продавать что-то из вещей. Жена сидит рядом, молчит, смотрит в огонь. «Может, в город поедем?» — говорит она тихо. «Может, там что-то изменится?» Токтагул качает головой. Ничего не изменится. Там наверху живут своей жизнью, а мы своей. И никогда эти жизни не пересекутся. Они сидят молча, слушают, как потрескивают угли в печи. И за окном темнеет, и наступает ночь. Последняя спокойная ночь перед тем, как завтра все изменится. Могут ли два мира, настолько разные, существовать в одной стране бесконечно долго? Или рано или поздно один из них должен рухнуть, чтобы другой смог выжить? Телефонный звонок, который положил конец целой эпохе, раздался 24 марта 2005 года ровно в 12 часов дня. Звонил не министр, не губернатор, не кто-то из силовиков. Звонил человек, которого Танаев не видел много лет, но чей голос узнал сразу. Виктор Храпунов, бывший аким Восточно-Казахстанской области, а позже мэр Алматы. Человек, который в 90-е годы был частью той же системы, что и Танаев, и который к 2005 году уже жил за границей, скрываясь от казахстанских властей, обвинявших его в коррупции и отмывании денег. «Николай», — сказал Храпунов без предисловий, и в его голосе слышалась та особая интонация человека, который знает, о чем говорит, потому что сам прошел через это. «У тебя есть максимум 2 часа. Через 2 часа они будут в твоем кабинете, и тогда уже будет поздно. Уезжай сейчас. Не жди. Не пытайся договориться. Просто уезжай». Танаев молчал несколько секунд, слушая шум за окном, который становился все громче. И в этой паузе он понимал, что Храпунов прав, что время действительно кончилось,
Что дальше оставаться здесь — это не просто риск потерять должность, это риск потерять все: свободу, безопасность, возможность спокойно жить дальше. «Как ты узнал?» — спросил Танаев. «Кто тебе сказал?» Харпунов усмехнулся. «Николай, мы с тобой в этом бизнесе достаточно долго, чтобы понимать, как работает система. Когда народ выходит на улицы, когда силовики не стреляют, когда элита начинает разбегаться — это конец. Я видел это в Казахстане, видел в других странах. Сценарий всегда один и тот же. И если ты не уедешь сейчас, через месяц тебя будут судить, через год посадят. И все твои счета, вся недвижимость, все, что ты накопил, все это заберут. Потому что новой власти нужны будут козлы отпущения. И ты идеально подходишь на эту роль». Этот разговор длился не больше 3 минут, но он стал переломным моментом. После того, как Танаев положил трубку, он сидел еще несколько минут, глядя в окно, где внизу на площади уже собралась огромная толпа, и люди скандировали лозунги, требовали отставки, размахивали флагами. Он видел эти лица, злые, решительные, полные ненависти к тем, кто наверху, и понимал, что для них он не человек, не премьер-министр, не профессионал, который пытался делать свою работу, а символ всего того, что они ненавидят — коррупции, несправедливости, разрыва между богатыми и бедными. И в этот момент он принял решение, которое потом будут обсуждать годами. Он решил уйти. Не бороться, не цепляться за власть, не пытаться подавить протест силой. Просто уйти, пока еще можно уйти цивилизованно, с сохранением лица, с возможностью начать новую жизнь где-то в другом месте. Но прежде чем уйти, он сделал еще один звонок. Тому самому Василию Бочкарёву, губернатору Пензенской области, который предложил ему убежище. «Василий», — сказал Танаев, — «я принял твое предложение. Мне нужна помощь. Нужно организовать выезд, документы, все, что необходимо». Бочкарёв ответил без промедления. «Все будет готово. Приезжай, как только сможешь. У нас тебя никто не тронет». И в этом коротком разговоре была вся суть той системы, которая связывала постсоветские элиты. Взаимопомощь, круговая порука, понимание того, что сегодня помогаешь ты, завтра помогут тебе. Потому что все в одной лодке, и если лодка начинает тонуть, нужно спасать друг друга, а не топить. Через час после этого разговора Танаев собрал несколько личных вещей из кабинета. Фотографии семьи, пару документов, которые хотел сохранить, и вышел через служебный выход, где его уже ждала машина. Охрана проводила его до гаража, и он уехал, не оглядываясь, не прощаясь ни с кем из коллег, которые в этот момент метались по коридорам, пытаясь понять, что делать, куда бежать, как спасаться. Он был первым, кто ушел, и единственным, кто ушел добровольно. И этот факт потом будут интерпретировать по-разному. Одни скажут, что это было мужество, признание поражения, готовность взять на себя ответственность. Другие скажут, что это была трусость, бегство, попытка избежать наказания. Но сам Танаев, если бы его спросили, сказал бы, что это был просто расчёт. Холодный, прагматичный расчёт человека, который всю жизнь умел просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд, и который понимал, что в этой игре он уже проиграл, и единственное, что ему остаётся, это выйти из игры с минимальными потерями. Система, которую строили такие люди, как Танаев, дала трещину 24 марта 2005 года. Но она не рухнула полностью. Она трансформировалась, приспособилась. Нашла новых игроков, которые заменили старых, но механизм остался прежним. Феликс Кулов, которого освободили из тюрьмы и провозгласили героем революции, через несколько лет сам оказался в центре коррупционных скандалов. Курманбек Бакиев, который пришел к власти на волне народного протеста, через 5 лет был свергнут точно так же, как Акаев, и тоже бежал из страны. А Танаев, который к тому времени уже спокойно жил в России, работал в «Газпроме», получал хорошую зарплату и изредка давал интервью, в которых говорил о том, как сложно было управлять Киргизией в те трудные годы, как много он сделал для страны и как несправедливо его обвиняли в том, в чем виновата была вся система, а не один человек.
Последний раз его видели на публике в 2019 году, за год до смерти, на каком-то корпоративном мероприятии в Санкт-Петербурге. Он выглядел старше своих лет, располнел, двигался медленно, и те, кто знал его в бытность премьером, говорили, что это уже был другой человек. Не тот энергичный технократ, который управлял страной, а усталый пожилой мужчина, доживающий свой век на хорошей зарплате за номинальную должность. Он умер 19 июля 2020 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. И его смерть прошла почти незамеченной. Несколько коротких заметок в российских СМИ, пара постов в соцсетях от бывших коллег — и всё. В Киргизии о его смерти узнали через несколько дней, и реакция была сдержанной. Одни вспоминали его как технократа-профессионала, другие — как символ разграбленной эпохи, третьи просто пожимали плечами. Для нового поколения, выросшего после революции, Танаев был лишь строчкой в учебнике истории. Именем без лица, цифрой без контекста. Но его история — история о том, как один человек прошел путь от простого прораба до премьер-министра. Как он строил систему обогащения, которая работала годами. Как он жил в параллельной реальности, не видя страданий тех, кем управлял. И как в конечном итоге сумел уйти вовремя, сохранив всё нажитое. Эта история осталась как напоминание о том, что в странах, где институты слабы, где закон можно обойти, где власть и деньги неразделимы, всегда найдутся люди, которые будут использовать систему в своих интересах, пока их не остановят. И вопрос не в том, был ли Танаев злодеем. Вопрос в том, почему система, которая породила таких людей, продолжает существовать, несмотря на революции, смены власти и обещания перемен.